Джизокс. Не, Лавр тоже ничего. Но Джизокс вот это самый лучший из пенных вот именно вот таких очистителей. Он мне вообще понравился. Он экономичный, очень мало уходит. Ну и как бы раз его и все. Она вот так постояла. Пока ты что-то другое делаешь, она вот это отъедает. Потом просто джик-джик промыл ее еще другим карбиком и все. Ну, в общем, ребята, вот такой вот у нас Honda Fit Shuttle сегодня. Номер показывать не буду. Ну, в общем, история такая же у нас получается, как и с другими Хондами. Практически все Хонды, которые к нам приезжают, все полностью масло черное в роботе и жидкость в актуаторе просто зеленая. Она просто вот такого цвета зеленая, как болото. Поэтому надо такие машины обслуживать. Приезжайте, будем менять жидкостя, ну и калибровки делать все. Вот дроссель тоже по программе Honda Diagnost показала, что 100% коэффициент заедания дроссельной заслонки. Сейчас мы его тоже будем чистить. Вот. Ну, в принципе, как бы так. А так, что у нас нового? Из нового купил я, короче, себе диагностическое оборудование. Теперь у меня программка есть на планшете. Ну, это, в принципе, как бы, как она называется, я забыл. Ланч. Вот, ланч. Там у меня сейчас все полностью, вся база данных всех автомобилей, даже грузовики есть, в принципе, можно диагностировать. Вот. Ну и работаем. А так вот такая машинка. Человек уже год отъездил в Якутии, да? Что расскажешь? Как? Нравится? Офигенная машина, минус низкая. Ага. А так вообще с ней никаких проблем не было. Угу. Так, погоди-ка, сейчас. Че еще? Масло Аккору ты заливаешь, да, получается? Аккору вот залил, да, чисто посмотреть. Но как таковой разницы типа я не увидел. Ага. Все то же самое, да? Ну, Ну, в принципе, я говорю, ребята, по маслам, вот все в группе пишут нам, какое масло, лейте, что хотите. Вот просто, что хотите. Но главное, не затягивать интервал 5000. Все. Это самое главное правило, потому что если будете больше ездить, ну, можно нарваться на подделки, можно нарваться на плохое, некачественное масло, и оно просто будет убивать двигатель дальше. То есть оно свернется там на 6-7 тысячах, оно уже свое свойство теряет, и все, дальше оно уже смазывающие свойства у него нету. А так, хоть растительное масло залей, у него все равно есть, так сказать, смазывающий эффект. Ну и как бы двигатель, тем более он гибридный, ну как бы он имеет свойство отключаться. Но на Хондах все равно это немножко недогибрид, то есть она практически всегда на двигателе работает. Это у Приуса автомобиль работает то на батарейке долго, то на двигателе, а здесь почти все так. Как да, он как вспомогатель работает, ага. Ну а так вот шаттл чем хорош, что у него вот хороший багажник. Вообще просторная машина. В Хонде мне больше нравится на самом деле интерьер. Вот то, что вот такая у него приборная панель, рычажок вот этот в виде Хонды, да, сделали, вот эта буква Х. Видишь, Хонда же. Вот, как бы прикольно сделали вообще, мне нравится машина. Поинтереснее она, чем Prius смотрится, но проблем с Хондами хватает. Что еще по хондарям? Много машин, которые приезжают ко мне, в основном у всех проблема с форсунками. Вот у всех, почему-то, не знаю, есть по ХДСу показывают у всех пропуски по зажиганию. 2, 1, 3, но они есть. У некоторых вообще там по 66 пропусков на цилиндр, прикинь. Ну, это либо думал катушки сначала, потом начал свечи менять. Свечки поменяли, все нормально, а в итоге ничего не помогло. Ну, а тут что еще остается? Только инжектора. Инжектора, бензин у нас, я так понял, плохой. Только как там они, ну они еще и машины эти по Приморью, считай, ездят уже. Считай, там, видать, начинают забивать форсунки. Форсунки у них какие-то у Хонды именно особенные. То ли дюза маленькая, то ли что. Ну, в общем, постоянная проблема с форсунками. Сейчас придут у меня форсунки. Будем испытывать первый автомобиль. Это будет Везель. Будем менять на нем форсунки и посмотрим, уйдут у нас пропуски по зажиганию или нет. Там вообще все троит. То есть 66 пропусков на цилиндр. Такие вот дела. Вот такое черное масло сливается. Оно просто чернючее. Как коробка будет после этого нормально ездить? Сейчас сольем. Масло БМДВ. Человек сам купил. Так.
Сам купил. Приехал, сейчас поменяем. И все. У кого нету масел, вот есть. У меня свои масла. По идее, цена все то же самое. За сколько ты его купил? 5200. Ну, чуть дешевле, да, чем у меня получается. На 800 рублей. Ну, а когда ты там на Западе брал где-то, да? Я заказывал. Заказывал? Ну, вот, видишь. А тут 800 рублей плюс, но оно у меня всегда есть в наличии, как бы. Приехал, поменял. Вот. Я говорю, светофоре просто за 9 увидел, когда принял. Ага. Поэтому ждал, заказывал. Ну что, сейчас робота поменяем. Так. В актуаторах уже жидкость поменяли. Заслонка у нас отмачивается. Заслонка очень грязная. Вот это вся грязь с этой заслонки. Черная все полностью. Сейчас ее замочу, пусть отпакает. О, там щеточкой поработаем немножко. О, уже последние остатки пошли, да? Струечка маленькая пошла. Угу. Вот, произвел калибровку шаттл. Поменяли масла, динамическую калибровку сделали. Сейчас человек будет смотреть, как она едет. Ну и скажешь свои результаты. Ну, как показания, как до. Лучше было, хуже было. Что скажешь мне, как едет? Уже гораздо лучше. Да? До этого уже пиналось, да. Пинки были. Ты интенсивно, получается, все время ездишь, да? Ну, да. Постоянно стараешься. Ты харчу дать, да? Когда? Ну, в основном, да, гоняю, конечно. Ну, молодой, что? Аккуратно там КамАЗ едет. Ну, должна она сейчас получше ехать. Сейчас броню поставим. Переключение тоже затягивало до этого. Сейчас чик, да, сразу. Сейчас вообще моментально переключаю. Ну, видишь, на таком масле ездить, конечно. Ну, ты бы его убил бы. Если бы еще немного погонял бы, уже бы проблема, может, порог. Может, уже что-то как-то не Может так. быть, Поэтому посмотрим. Поживем. не затягивать надо. Кстати, еще через 10, да? Ну да, 10 ты приедешь, я тебе калибровку буду делать. Каждый 10. А через 30-ник уже будем менять масла. Опять. Все новое будем заливать. Ну и число 16 я приеду на замену масла. В двигателе, да? Также заранее позвонить. Ну, вот здесь вот развернись. Да, заранее записывайся и все. Как бы приедешь по записи. Ну, с Honda, видишь, покопаться приходится, поэтому надо время, чтобы было на это все. Пару часов на Honda оставлять надо всегда. Мы как бы не гонимся за бабками, так сказать, сильно. Ну, то есть потоком большим машин. Гараж не позволяет. Да и руки одни. А в принципе, как бы качеству делать надо. Да, хорошо, слушай, она переключаться стала. Вообще отлично идет. Прям как будто только взял. Вот когда ты с Владика ее купил, она так же и была. Очень жестко гоняла. Видишь, время прошло. Да, ребят, следите за Хондами. Но Вовремя. а потом за Хонды, если попадешь, там уже и замена робота, и все. И сцепление даже не... Ну, как бы вот эти диски, говорят, меняют, но что-то отзывы плохие после ремонтов, не очень. Говорят, лучше проще робот поставить новый и все. И следить за ним. Даже сейчас еще санкции на ввоз гибридов. На. Как по запчастям. То же самое все будет. Ну, как бы эти санкции просто сделали дороже ценник, вот и все. А так они никак не отразились больше. Они отразились чисто на кармане людей. А государству они как бы, ну, пофигу вообще. Спецтехника пострадала, конечно. А спецтехника это уже, конечно, уже посерьезнее. Это уже экономически жестко подкрутили гайки, так сказать. Вот. До этого, допустим, есть тоже где-то в таких же оборотах, на такой же скорости, газ чуть нажимаешь, он Начинало уже потуплю, да? так, где... Все говорят после калибровки, вот все прям, я вот видео снимаю, все говорят лучше.
Не знаю, сам как бы Хонду не имел. Не знаю, ничего сказать не могу. Но делаем. Как научились, так делаем. Сейчас буду делать Приуса. Замена масел будет тоже. Сейчас тебе броню поставим, загоняем Альфу. Ну и Камри. Камри будем диагностику делать. Вон гибридики уже стоят. Работаем. Камри 50-очка тоже приехала на диагностику. Проблема у него. Пинки тоже какие-то у него есть. Я в шоке. По-пионерски положили лежачие полицейские. Это писец, блядь. Это Якутия, детка. То есть Якутск. Следующая машина у меня сегодня в работе, это Lexus CT200. Это у нас F-Sport комплектация, очень хорошая машинка, красивая. Но это, по сути, это Luxury Prius. Вот, тот же самый Prius 30, только в другой будке. Все тут намного качественней. Прям вот намного все качественнее. Ну, двигатель все то же самое. EGR система вся та же самая. Все однотипная. Батарейка здесь такая же. Но проблема, не проблема. Короче, машина точно такая же, как Prius 30, только лакшери. Вот. Здесь получается вот такой вот у нее красивый салончик. Вот. Что здесь есть у нее? Камера, конечно, не очень. Лучше так буду снимать. В общем, вот такая у него консолька. Управление компьютером. Вот этот компьютер у него открывается, но потом покажу при запуске. Клиент привез автомобиль на чистку EGR. Надо будет свечки проверить. Также купил новый аккумулятор. Буду ставить новый аккумулятор сюда, потому что старый уже не держит. Почему-то он ошибки выдает, как бы так, плохой старт двигателя. Ну и в принципе все. А по клапану что могу сказать? По клапану тут грязи много, конечно. Вот такой клапан. Сейчас я его буду замачивать. Столько вот копоти и грязи уже начало. Трубки забивать уже начало потихой. Вот. Так что, в принципе, вовремя на ЕГРчик приехал. Вот. Каналы, ну, в принципе, еще не подзабиты, но уже начинают. Будем чистить тоже их. Дросселька чистая была. Такое ощущение, что машину обслуживали. Вот. Дроссель не грязный был. Ну, а так, остальное все надо посмотреть. Вот. Свечки выкручу. Сейчас тоже посмотрю, что со свечкой. Зазор какой. Если что, новые свечки будем ставить. Клиент позаботился, купил на коллектор новую прокладочку. Тоже буду менять новую, ставить на коллектор. Как-то так. В общем, с машинкой надо будет повозиться немного. Вечером она будет готова. Мыла систему EGR. Вот такой вот клапан чистый стал. Вот он. Трубки все тоже чистые. Не знаю, передает камера, не передает. Ну, чистая, короче. Вот. Здесь тоже все чистенько уже. Трубки как новые. Холодильник отмылся тоже, блестит. Столько грязи было. Половину чашки вылил уже. Короче, отмыл коллектор. Вот, тоже все как новенькое уже. Сейчас еще замочу его в вазелите чуть-чуть, еще пусть постоит. Вот этот вот налет сейчас уберем. Ну и все. Еще раз промоем коллектор и будем ставить. Свечки стоят не оригинальные. Это у нас Iridium Touch. Японские свечки. Короче,
Я так понял, их меняли. Машина была обслуживаемая. 3 точки нету, значит это не заводская свеча. Ее уже меняли. Свечки в довольно неплохом состоянии. Где-то зазор заводской. Вообще отклонений нету. Поэтому эти свечки меняли недавно, видать. Так, запустил Lexus сети 200. О, потихонечку дросселька обучается. Параметры вот такие пока. Ну, сейчас машинка нагреется, там посмотрим, как она. Ну а так, почистил ИГР, свечки здесь менять не стал, свечи нормальные, видать меняли в Приморье, что ли. Здесь все нормально, нигде ничего, жидкость не подтекает. Прокладочку новую поставил, как бы нормально. Ребята, работаю сегодня. В общем, много машин сегодня сделал. Ну а так, машинка классная, вообще вот это мне понравился Lexus. Я бы себе такой взял бы даже. Машинка такая для бизнесмена какого-нибудь. Кататься, по делам ездить. Такая крутая кожа здесь. Строчка. Это у нас комплектация F-Sport. Черная у него такая вот алькантара типа идет, под алькантару. Вот вставочки. Четко вообще сделано. Салон вот такой вот. Салон вообще прикольный. Экранчик этот, когда кнопку выключаешь, он джик заезжает, выезжает. Здесь вот такие вот кармашки. Здесь USB AUX, 120 розетка, 12 вольтовая. Подогревы сидений. Это у него режимы эко, Push Normal, Sport, EV. Есть режимы. Музыка Dolby Digital Lexus. Стоит родная магнитола. Короче, вообще бомба тачка. Также вот как у всех Lexus'ов, память сидения есть, электросиденье. Задний ряд тоже нормальный. У него багажничек маленький, но это машинка, говорю, как машинка эгоиста. Ну, то есть, кто любит очень сильно себя, так сказать, либо для одного человека. То есть вот бизнесмен какой-то катается по делам. Вот такая вот машинка прикольная, динамичная, спортивная, молодежная. Вот такая эта тачка. Поэтому я думаю, что Lexus этот, ну короче, вот у него даже здесь под кожу идет строчка. Красота же вообще, классно сделано. Вот такие вот дела, такая машинка. Приехал ко мне вот такой вот везель, тоже на калибровку робота. Вот. Визелек, красавчик. Сейчас будем замену масла производить, жидкость в роботе, и калибровку делать будем. Такие вот дела. Lexus сейчас от меня уедет. Да, я сейчас последнюю машину делаю и буду отдыхать. Прежде чем сделать калибровку робота и вообще какие-то манипуляции заменой масла, сейчас посмотрим сканером, что вообще это за машина, какие у нее есть проблемы. То есть сейчас зайдем сканером, сделаем диагностику, распечатаем ошибки и проблемы. Так, Япония, переключимся. Так, везель, по-моему, 2014 у нас, или надо сейчас посмотреть. Так, везель, пробег вычитал. Так, проверка здоровья. Проверку ДКСов, да. Ну все, пошло считывание блоков. Смотрим, что у нас, какие проблемы есть. Смотрим ошибочки.
Коды отказа не обнаружены. Ну, в принципе, у нас проблем по машине вообще нету. Никаких ошибок нету. Это очень хорошо. Теперь будем смотреть дроссельную заслонку. Сейчас подключимся к двигателю. Так, и посмотрим параметры дроссельной заслонки. Для этого надо машинку запустить и в спорт поставить ее. Ну, кстати, прикольная тема. Когда в спорт переводишь, у него сразу красным табло становится. Я вот это только заметил. Вот. Типа он дерзкий становится жестко. Так, ну, посмотрим. Что у нас здесь? Коэффициент заедания ДМРВ 72%. Это значит, что надо дроссельку чистить по-любому. Обучение холостого ухода у нее завершено. Так. Так же, как в всех визелях, присутствует троение. Почему-то все визеля 90% почти приезжают с такими пропусками по зажиганию. В 4-м цилиндре пропуск, в 3-м, во 2-м, в 1-м пропуск есть по зажиганию. Но это, скорее всего, тоже форсунки, не свечки. Вот, что еще у нас тут есть, какие приколы. Выйдем по коробке, посмотрим, что у нас есть. Температура, ну, в принципе, температура жидкости сейчас маленькая. Так. Датчик температуры АТФ, так, 2,7 В. Атмосферное давление. Температура масла в КПП 34 градуса сейчас. Холодная, машина не работала нифига. Такие у нее были обучения. 9 и 8 не завершено, потому что их нету. Вот этих не будет завершено, а остальное все завершено. Ну, в принципе, все. Можно менять масло со спокойной душой. И делать все калибровки. Вот так вот. Все, начинаем замену масла, чистку дроссельной заслонки и все остальное. Смотрим жидкость в актуаторах. В актуаторах жидкость вообще зеленая опять. Опять везель, опять зеленая жидкость. Опять в роботе никто ничего не делал по-любому. Так что делаем. Жестоко грязная заслонка на везеле. Вот так вот. Стенки все грязные. Вот. Поэтому коэффициент заедания у него показывает компьютер. Вот так вот. То есть очень важно, когда стенки грязные. Сама вот эта вот чашечка, или как она называется. Короче, плоскость, это если она вот такая, так выглядит, сильно не грязная, это большое заблуждение. Или вот так вот, допустим. Когда мы просто сдергиваем патрубок, мы вот видим вот это. И мы смотрим такие, о, заслонка так вроде бы чистая. А на самом-то деле вот что происходит с обратной стороны. И ее никак не почистишь. То есть только снимать. Снимать ее не очень трудно. Там покупать какие-то колбы, мыть и все такое, это, мне кажется, заморота. Просто надо вот так вот ее снять и почистить. Чищу я ее просто, ложу вот сюда, ну, грубо говоря. Сейчас мы ее джизоксом зальем. И все. Постоит, отмочится, пока я другую работу сделаю. И все. А я сейчас пока что в актуаторах жидкость поменяю. Пусть отмокает. Вот так вот. Такие вот дела. Дальше делаем, смотрим. Залил новую свежую жидкость. Вот так она уже выглядит, прозрачненькая. Вот. Все. Теперь сливаем масло, заливаем свежее. Чистим дроссельку, ставим назад и поехали калибровку делать. Так, ну что, посмотрим, что там у нас. Ой! Опаньки. Тут уже броня какая-то собственно напально сделанная.
Опа, а это что такое, интересно? Тут головку оставил. Головка на 14. Че она, приварена что ли или че? Интересно, девки пляшут. Вот так вот, тут 4 у нас. Надо откручивать как-то. Да, с броней придется попариться. А это что такое? Датчик положения, что-то здесь как-то. Первый раз такое вижу. Датчик положения кузова есть. Ни хрена себе. Интересно. Ладно, сейчас надо головку убрать. Сливаю масло. Светик. И наблюдаю, что масло обслуженное вот такого цвета. Оно было, видать, мененное. Ну, прошло сколько-то. В принципе, я думаю, все равно лишним не будет его поменять. В актуаторах точно жидкость никто не менял. Ну, а жидкость здесь не запущенная. Она вот такого цвета красненького, как положено, короче. В принципе, вообще нормально. До этого все черные приезжали. А вот тут более-менее хорошее масло. Так что нормас. Обслуживалась тачка. И еще мне понравилась вот эта броня. Вот, ребята, делайте на Везеля себе такую броню. Видать, человек в эксперте заказывал или, может, сам делал, я не знаю где. Но удобно. Раз, два, три, 4 болта там открутил. И здесь 2 просто ослабил. Чпоньк ее. То есть она, получается, на заднюю часть. Просто вот так вот делаешь ее. Ну, подставляешь, а тут просто берешь одним болтом, наживляешь и все, и попер ее прикручивать. Не то, что эти клипсы там. То есть такая броня, это уже настоящая броня. Здесь металл, получается, 3, наверное. Вообще четко сделано. Молодец. Хозяин, респект за вот такое решение. То есть это первый Везель, который приехал вот с таким вот решением. Человек, может быть, даже ездит где-то в Улус куда-нибудь, поэтому четко. Вообще Везель прикольная машина. Такой паркетничек. Был бы он такой вот. Я имею в виду по клиренсу. Это было бы вообще бомба. Ну, эта машина городская. Заслонка тут уже отмокает. Столько у нее грязи уже тут отошло. Я ее мою. 3-й раз уже мою. Заслоночка очень грязная. Сейчас еще джизоксиком пройдемся. Пускай пенит. Ну, сейчас еще щеточкой поработаю и будет вообще нормально. Заливаю чистую АТФ-овчику. Вот так вот. Сейчас это все туда пойдет. Фильтр промыл. Почистил все. Все. Заливаем. Это обучение дроссельной заслонки. Пока не завершено. Ждем, когда будет завершено. Ну а так ошибок нет, все хорошо. Сейчас дроссель калибранется. Приступим к калибровке робота. Обучение у нас Honda. Сейчас мы запоминаем параметры. Глушим автомобиль. И все. Он у нас запоминает все параметры. И все, машинка откалибровалась. Вот такой вот сегодня Honda Везель. Замена масла в коробке. Короче, это последняя машина сегодня у меня. Что-то я сегодня подустал. Вот так вот. Ну, зато работу сделал. Лайк. Ставьте лайк, ребята. Смотрите наш YouTube канал по гибридикам. Очень интересные. Будем видео писать. Ну, пока так. А я катаюсь на Honda Везель. Так. Все, ready. Можно поехать спокойненько. Он сейчас едет полностью на электричестве. Все, топает.
калибрует машинка, вообще нормально. Переключения плавные. Нормально. Переключилась хорошо прям. Немножко прокатимся, посмотрим, как машина едет после калибровки. Скажите, что лучше стало. Сейчас я ее закрою. Что лучше стало, что хуже. Помните, наверное, как машина раньше ехала? Сегодня вот фита калибровал шаттл. Парень сразу ощутил, что переключения лучше стали. Четче, что ли, он сказал. Сейчас круг дадим вокруг по объездному. Хатынка и опять сюда. Он аккуратно в этом месте. Ощущается? Как-то без рывков он, да? Да. Раз и все, и пошел. И она, когда переключается, там обороты больше не Были, да? Ну и с первого раза бывает не калибруется. То есть бывает, ну что-то где-то не проходит. Надо еще делать калибровки, бывает. Ну, второй раз можно калибровать уже не 5 этапов, а 4 этапа проходить. Ну, как обычную калибровку через 10 тысяч километров делаешь, примерно точно так же. А масло каждые 30 тысяч менять надо. Ну, лучше интервал не затягивать, потому что, ну, у тебя масло меняли, видать. Прям я удивился, когда первую Хонду я такую увидел, что масло более-менее красное. У всех чернючее просто вообще. Но жидкость у тебя в актуаторах была вообще зеленая. Отлично. Ну, видать, в актуаторах это там 2 бачка, короче, адсорберы тоже на коробку идут. Они, видать, масло поменяли, а жидкость посчитали ненужной. Ну, как, не знали, может быть, даже, что ее надо менять. А ее, по идее, надо менять. Потому что это самое главное. Почему? Потому что коробка испытывает нагревание, ну, перегрева, а она перегревание испытывает из-за того, что там жидкость, ну, то есть влага скапливается из-за влаги. А адсорбер, он берет на себя вот эту влагу, забирает, короче, жидкость тормозная. Поэтому ее раз надо менять в 30 тысяч, так же, как с маслом. Поменял, свежую залил, а она опять начинает работать. А когда она зеленая, у нее уже все, эффекта ноль. По идее, туда надо техническую жидкость заливать японскую. Как-то я забыл, как она называется. Там с порошком она идет, короче. А, ну, все Приморье, все гибрид-центры Владивостока используют TCL DOT 4. Да, и все нормально. Уже этих визелей переделали, все как бы чики-пики, все работает. Мы перенимаем опыт Владивостока. Так, мне нравится, когда он звук вот этот, как электричка. Вроде машина, а вроде электричка, да? А это что такое у тебя? Что за приколюха? Не знаю. Это какой-то GPS, да, по-моему? Когда машину купили? Во Владике, да? Нынче? Здесь. Здесь брали? Диагностику ничего не делали? Повезло вам. А то бывает вообще у хандари приезжают с ошибками жесткими прям вообще. Да. По АБС-кам, по всей хрени, но форсунки у всех проблемные.
Прям 90% автомобилей, что шаттлы, что фиты приезжают, у всех форсунки. Потому что, видать, топливо у нас такое. Топливо хреновое, видать, забивает форсунки. Нормально едет? Да. Ну, сейчас на объездную еще погоди. Ага. Ты говорил 120, она не Да. шла, да? Да. Больше уже. Больше не шла вообще, да? Не, ну, как кочегарит-то едет, Ага. а так мотор-то... Напрягается жестко, да? Как будто он на 4-й, а, наверное, на 5-ю и на 6-ю не переключает, да, получается? Да, да. Как будто так, ну. Да, такое было. Ну. Как будто на 4-й едет, Мгм. а хочет, ну, не может переключить. Интересно. Очень интересно. Сейчас посмотрим. Топнуть надо. Там камера, правда? Но мне кажется, стоит испытать. Да. Ну, это где это долбит так? А так, почему Везель? Не Сичер. Почему не Сичер? Сейчас уже дороже. Дороже, да? А. Ну да. Должен быть, по идее. На 200 тысяч где-то он дороже, наверное. Даже Они больше. Сейчас больше. Больше, да? Да. 2 с чем-то стоит. Ну да, класс машины тот же вообще. Согласен. Ну, Везелей очень много понабрали. Видать, Везелю альтернативы нету. Он, видать, бытовый, как паркетник, да? Братик едет, фит. С первого на второй сразу переключать. Раньше думал, да? Да, я думал, Ну давай, топани. Посмотрим, на что может. 80 уже, да? Пошла, смотри. 110 почти уже. 120 уже почти. Тут что-то топнуть негде, блин, да? Туруты едут, ё-моё. Зачем так? Пустите, да, кого-нибудь человека-то, ё-моё. Блин. Да, автобана в Якутске нет, проверять машины. О, пошла жара. Еще надо, да, получается? Когда у тебя так было? Еще больше топить надо, да? да. Уже лучше стало. Да? Да. Вообще классно, слушай. Я доволен, что так сделал. Ну, уже смотри, за 120 почти. Ну, я не заметил даже, как он переключился. А вот что-то уперся, да? Не, да. До полика нажал. Ага. Что было, да, вроде как. Ага. Ну, не, пытается он, идет, по-моему. Дальше пойдет он. Надо трассу нормальную. 140 хотя бы, да, ему дать? Навели
Ну, по дросселю он обучился четко. Мгм. А это реди что? Там кто читает. Ну, ready, он всегда должен ready быть. А, Это же он у тебя на батарейке работает. Ну как, в гибридной. Запущенный, типа, я готов к движению. А в спорте он всегда у тебя на двигателе будет работать. Он спорт режим, когда переключаешь, у него табло в красное переводится. И он всегда на двигателе работает. Но гибридов боятся люди, даже те, кто купили. Приезжают, все трясутся ему. У меня то вышло, у меня это вышло, ошибка вышла. Ну а что, в принципе, любая тачка такая. Лексуса купи, у него тоже 50 датчиков. И каждый может выйти из строя. Ошибок нету вроде, нормально.